Эти бездонные голубые глаза можно узнать из сотен других. Роман Новиков уже неоднократно становился героем не только наших сюжетов, но и центральным персонажем благотворительных концертов и акций. Сегодня мальчугану исполнился 1 год. За это время другие детки освоили самые важные моменты в жизни. Научились сидеть, ползать, ходить, говорить первые слова. Маленькому Ромке вместе со всем этим приходится нелегко, ведь он еще и борется за право жить. Жить как нормальный человек, развиваться, как и все его сверстники. Большая часть сделана за год, это результат виден, то есть Рома сел, стоит, палец уже у нас есть, в носу ковыряться мы не научились, но все равно, первый день рождения – это особый праздник, поэтому с улыбкой, так же, как всегда, в бой, да в бой. Да, Рома? Он говорит у нас да-да-да, ай-да, да-да-да-да, да-да-да-да, песни поет, фортепиано папа принес синтезатор, у нас ля-ля. Прям пальцы положил, руки свои, вот так как будто бы играет. В течение года мама Лена с сыном не раз посещали столичные клиники страны, где у Ромы проходили сложнейшие операции на голову по установке дистракторов и по разделению 2 мизинчиков на руках. И в том, чтобы это случилось, помогли и вы, уважаемые зрители, неравнодушные сибайцы, которые не обошли стороной ящики для сбора средств на лечение Романа и жертвовали деньги волонтерам группы «Подари детям жизнь» возле семейного магнита. Открытый сбор на новую операцию собрал уже половину необходимой суммы. Собрано полсуммы, получается 118, и осталось собрать 118. То есть за месяц мы собрали 118 тысяч рублей. Помимо того, что мы собрали уже на дорогу на Москву 80. То есть, люди откликаются, люди понимают. Большое спасибо, конечно. Получается, Людмилу нам собрали 35, с ящика с Астурма мы собрали 11 200 с чем-то там, с копейками. И все остальное это перечисление. Поэтому очень здорово, приятно, что не оставляют такой ситуации. На день рождения, как ни крути, принято дарить презенты. Для того, чтобы собрался один единственный, но такой нужный подарок, не требуется больших усилий и вложений. Сейчас для Ромы каждые 100 рублей жизненно необходимы, ведь малышу через 2 месяца предстоит очередная операция по разделению пальчиков. На июнь, получается, май ручки, в сентябрь ручки. Я планирую, что в год и 8 я обязана закончить ему руки. Поэтому, как говорится, все, что делается, все к лучшему. Главное желание, стремление, поэтому к 2 годам мы должны быть с обоими руками, то есть со всеми пальчиками. Такие пироги. Так что не знаю, конечно, получится, не получится, но дай бог, чтобы это все получилось, задуманное. Глядя на маму Ромы, начинаешь понимать, что оптимисты на нашем свете еще есть. Им нипочем мировые кризисы и мороз весной, потому что ценность жизни для них в другом. Помочь семье и малышу победить болезнь может каждый. Не откладывайте доброе дело на завтра, ведь завтра можно сделать еще одно. Елена Афанасьева, Неасмир Хайдаров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.